Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся на Даркылахе, откуда, можно сказать, традиционно начинается паводок в городе Якутске. Вот эту низину фактически всегда смывает. Эта проблема, она из года в год передается от одной администрации к другой города Якутска. Сейчас там проходит совещание, выездное совещание администрации города Якутска. Присутствуют МЧС, управы, прокуратура и все заинтересованные ведомства. Давайте разберемся, что стоит ожидать жителям столицы нашей республики от паводка 2023 года. Согласно выданным прогнозам по вскрытию реки Лены, по вскрытию реки Шестаковки и Мархинки, по безопасному пропуску паводка мы провели все мероприятия относительно подготовки пропуска шлюзов, водопропускных сооружений, подготовки большого обводного кольца, малого кольца, и заполнения городских озер. Сегодня мероприятие по объезду в рамках подготовки к паводку совместно с прокурором города Якутска Антоном Николаевичем. ВПСки открыты, готовы. Сегодня уже проходит сток талых вод с городского канала. На южной стороне города Якутска мы наблюдали на прошлой неделе, готовность уже была под Покровским трактом. Сейчас посмотрим под улицей Строда на Намском тракте, как у нас уложена водопропускная труба под реку Мархинки. Здесь у нас по Пристанской 1 и 2 у нас проблема уже стара, как весь этот город. К сожалению, из года в год у нас приходит подтопление, там зона затопления. В свое время были решены вопросы по выдаче государственных жилищных сертификатов. Однако часть семей сегодня тоже находится на этой территории. Мы будем сегодня совместно с органами исполнительной власти на площадке прокуратуры города Якутска до 10 мая примем решение, как мы будем поступать в дальнейшем с этими участками. Нужно по большому счету, по-хорошему, освобождать территорию, разбираться, почему люди не переехали. Если, они не получали государственный жилищный сертификат, выдавать его, находить способ это реализовать вместе с органами государственной власти и уже отсыпать и оставить эту территорию вне территории проживания людей. Евгений Николаевич, кратко тезисно, ваш прогноз на прохождение этого паводка в Якутске? Нормально будет. Замечаний, как мы видим по даже сегодняшнему выезду, практически у нас никаких нет. В части, сооружения, гидротехнических, то есть все в порядке, все в рабочем режиме подготовлено было. Единственное, что при выездах на пункты временного содержания граждан, это у нас 8 либо 9 пунктов развернуто было, в настоящее время не развернуто, там были небольшие замечания в части, подготовки по пожароопасному, моменту и, в принципе, по санпинам. Но они все уже устранены фактически. Пункты временного содержания у нас готовы к принятию граждан в случае, если будут потоплены территории. Надеемся, что действительно те прогнозы, которые у нас на сегодняшний день имеются, и у нас будут минимальные риски вообще подтопления территории города Якутска. В целом, по проблемной территории Даркылаха действительно работу надо провести. Она давно уже этот вопрос у нас назревает, и в том числе по прошлому году он назревал, но, к сожалению, действительно никто правовой оценки этому вопросу не давал. Поэтому мы сегодня такое приняли совместное решение, то, что совместно с правительством республики, с Минстроем в том числе, будем эту проблему совместно решать, потому что, другого выхода мы уже не видим, надо и с гражданами отработать, потому что, к сожалению, некоторые граждане специально пользуются данным положением и, чуть злоупотребляют. Да? Я думаю, что работу проведем, пути правовые этой проблемы решения найдем и будем уже более подготовлены, к следующим подтопленным